Теплоход СОТ-1117 привез из Пеледуя в Якутск десятки контейнеров с грузом. Для экипажа это уже 12-й рейс с начала навигации. Верховья Лены снова сильно обмелели, рассказывает капитан. Экипажу пришлось нелегко. Под днищем воды очень мало получается. Просадка судна и все. Мы, допустим, тот рейс как-то ходили вообще, на пузе ползли вообще. С Киринска загрузились лесом и полностью в каждом перекате останавливались. Практически двигателя стоповал и переползал на пузе. Сложная гидрологическая обстановка на Лене уже не первый год становится настоящим испытанием для речников. Из-за низкого уровня воды приходится искать новые пути решения проблемы, переваливать грузы на мелкосидящий флот и постоянно торопиться. Сразу после разгрузки экипаж СОТ-1117 готовится снова отправиться в путь. Следующим рейсом они повезут из Максагалоха в Пеледуй бетонные плиты для газопровода «Сила Сибири». Почти полгода экипажи проводят в рейсах вдали от родного дома. По словам бывалых речников, в таких условиях важно иметь увлечение. Матрос Ирина Тараканова прямо на борту теплохода выращивает цветы и овощи. Говорит, это интересно и вкусно. Лук растет, но мы уже убрали. Вот огурцы есть. Маленький, но есть урожай. Редиска, салат у нас так-то, укроп, вон там все растет. На сегодняшний день по рекам Якутии перевезли больше 1 миллиона тонн грузов. Остается доставить еще около 400 тысяч. Сейчас основное внимание перевозчиков приковано к Арктике. Из-за погодных условий выход в море судам был открыт на 20 дней позже обычного. Были сложные ледовые условия в Янском заливе. Флот весь был загружен, порядка 60 тысяч тонн стоял на Быковом мысу. И, соответственно, это сейчас вызывает своего рода трудность, потому что весь флот, который четко был разграничен, спланирован, он получается сейчас пачкообразная подача. Эту навигацию речники называют одной из самых сложных за последние годы. Но вопреки погодным условиям они намерены выполнить план 2017 года. Для этого сейчас мобилизованы все силы. Дмитрий Макаров, Максим Бурцев. Вести. Якутия.